горяченький. Купили, высотки это, футляр купили, ага, газету купили, и это, холодец купили, холодец, и вот колбасы, и туалетная бумага. Спасибо вам, народ России, я очень рад. И 22 марта будет суд у Саши. Ну, ждем суд, что там решить будет. Время доброе, 17 марта. Сегодня Петр в Якутске сходил в больницу к Саше Шаману, передачку принес и принес записку от Саши. Я ее процитирую, прочту. Привет, мои друзья. Искренне благодарю за все. Сегодня приходил следователь. Я держусь. Вот Саша держится в самых трудных условиях. Вы знаете, что после самого жестокого наказания, допустим, это расстрел был, да? Следующее за ним было это психушка. Помещение обвиняемого в психушку. Вот Саша, можно сказать, переносит, держит на своих плечах одно из самых суровых наказаний в нашей стране, в России, за правду, за призывы к народовластию, за стремление к чистоте, к справедливости, правде. Психушка. Возвращение к карательной психиатрии. Следователю удобно, но это дело, когда росгвардейца в схватке там в домике ранили на 5 миллиметров острым предметом. Ну, не кочергой, видимо. Дело теперь уголовное на человека, которого пришли схватить, чтобы оттащить в больницу на осмотр, который уже 2 месяца почти продолжается. Осмотр. Это не осмотр, это психиатрическое СИЗО, в котором следователь приходит и оформляет новое уголовное дело. Но Саша держится. Он пишет, что держится. И я верю, что он держится, как бы ему не было тяжело. Но весеннюю траву никто еще в мире не смог задавить. Солнце еще пока никто не смог прикрыть. Никто. И весна придет, и освобождение придет. Но надо держаться. И еще один небольшой комментарий к видео Петра. Там в этой больнице такой порядок, что принесенные продукты выдают пациентам только на полдник в 16 часов. Ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин нельзя, не выносят. Вот только на полдник. Вот что успел съесть в полдник, вот то и все. И, как правило, больше эти продукты не показывают. Ну, так рассказывают вот те, кто ходит в больницу. Это, во-первых. Во-вторых, еще по суду там Петр говорил, это все апелляции, все различные апелляции в разных, как говорится, инстанциях смотрят. Вот. Но более важно, может быть, ну так уж, тоже СИЗО, как говорится, следственный процесс, что на следующей неделе его из больницы повезут в его домик, чтобы на месте преступления, в кавычках, так сказать, зафиксировать, как росгвардеец, который получил рану глубиной 5 миллиметров, нейтрализовывал Сашу Шамана и как он нанес эту рану. Вот как серьезно, так сказать, ведут следственные действия.